Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Геннадий Садырович Мазаров, народный артист Кыргызстана, один из авторов «Кыргызского чуда», то, что мы называем «Кыргызским чудом». Да? Как-то вы говорили, что оказались самым молодым среди тех, кто вот среди тех режиссеров, актеров, которые вот создавали «Кыргызское чудо». Как вы сейчас чувствуете, вспоминаете? Я был действительно младший из этой плеяды. Вот, первые кыргызские национальные режиссеры были девушки. Вы знаете об этом? Турузбекова. Турузбекова и Фатима Мамралиева. Ага. Оба выпускницы ВГИКа. Вот. Турузбекова Лилия Джусуповна окончала документальное кино, а Фатима Мамралиевна художественное, но она училась с режиссерами-фронтовиками, с Чухраем, Аловым, Наумовым, вот с этой плеядой Ростоцкий, которые уходили на фронт, потом вернулись опять в аудиторию ГИКа. Вот она была единственная девушка, оказывается. Когда я в Москве бывал, Григорий Наумович всегда, Чухрай всегда говорил: как там наша Фатима? Мы ее очень любили, говорят, передайте привет Гена ей. Вот Фатима Мамралиева. Вот две девушки были первыми национальными кинорежиссерами. Вот. Понимаете, вот. А потом уже появились Абукеев. А до этого на Киргизфильме снимались с казахской студии, с Мосфильма, с Ленфильма режиссеры. Своих не было. Вот. Потом появился Букеев, Океев, Видугерес, Альгимат Астасович, Шамшиев и Усенджан Ибрагимов, гиковцы, появились. Правда, Океев кончал... Океев В Ленинграде, кажется, в Ленинграде кончал киноинженерный, работал уже звукооператором, а потом закончил двухгодичные режиссерские курсы в Москве. В Москве, да. Вот, а я был среди них самый младший. Вот ушел. Но я хочу сказать, вот «Кыргызское чудо», в общем-то, застрельщиком был Чингис Торокулович Айтматов. Он благословил вот эту плеяду на самостоятельной стезю в кинематографе. Он был застрельщиком того, чтобы доверять вот этим дипломам. Они все были дипломники. Доверять этим дипломникам полнометражные художественные фильмы. Все. Букеев был дипломник, Океев был дипломник, Кончаловский был дипломник, Шамшиев был дипломник, Видугерес был дипломник, я был дипломник, это Шипитько была дипломник. Все были дипломники. А впоследствии вот эти вот молодые, которых, так сказать, на свой риск и страх председатель Союза кинематографистов Чингис Торокулович Айтматов и председатель Госкино Шаршин Субалиев вот так вот доверили большие фильмы. А потом вот эти вот молодые, в общем-то, стали гордостью советского кино впоследствии. Гордостью советского кино. Вот так вот начиналось с Айтматова «Кыргызское чудо». Я не помню, кто это сказал. Одни говорят, что это японский критик, кинокритик сказал, другие говорят, что другой сказал. Ну вот это вот так и осталось кыргызским чудом. Вот. Ну и дух времени, наверное, такой был. Шестидесятники. Это шестидесятники, да. Время хрущевской оттепели. Это вообще было прекрасное, помните, время хрущевской оттепели, когда мы жили все с надеждой, когда железный занавес стал, так сказать, растворяться, раскрываться, и к нам стали попадать уже
зарубежные фильмы, что мы стали читать диссидентов, не боясь, не опасаясь. К нам уже стали привозить картины Пикассо, передвижников, зарубежных художников. Там. То есть это было прекрасное время оттепели, Да. да, надежды. Мы все надеялись на лучшее, на лучшее. И вот тогда появлялись, так сказать, возродились плеяда поэтов, Истушенко, Да. Вознесенский, Ахмадуллина, Рождественский, Акуджава пел свои песни. Вот. Тогда появились первые известные советские режиссеры, молодые, Тарковский, Шукшин тогда появился в кинематографе как режиссер, Геннадий Шпаликов. Там, понимаете, вот это было хорошее время. Это было хорошее время. Журналы вот эти толстые, да? Иностранная литература такие вещи Да, переводила, да, выпускала. да, юность, так сказать, печатала прекрасные, интересные вещи. У нас появились молодые прозаики, Мурза Гапаров, Куват Джусубалиев, Омар Султанов, поэт, которого недавно похоронили. Понимаете, плеяда актеров, там, которые закончили Щукинское и Щепкинские в Москве актерские факультеты. Это было хорошее время возрождения. Я в одной из передач своих альтернативы авторской, я как-то сказал, что 20 век – это был век, переродивший человечество, а 21 век – это век деградации человечества. Это мое мнение. Вот. Но так и происходит. Так и происходит. Вот. Говорили про массовый культ, маскульт, да? А сейчас вот эти телефоны, они просто вот отбивают мысли, отбивают способности размышлять. Все такое вот мелкое, такое какое-то обрывками, короткими. Никто не читает большие тексты уже, не смотрит. Интернет, да. Конечно, конечно. Сейчас. А помните, в те годы Советский Союз считался самой читаемой страной. Читали везде. На остановках читали, в троллейбусе читали, в метро читали, правильно? В поезде читали, в очередях в магазин читали. Знаете, в библиотеке стояли очереди. Да. Я помню эти очереди за Плахой Чингиза Теракуловича. Очередь в библиотеке стояла, чтобы прочитать Плаху. Да. Знаете. Читали, а сейчас не читают. Сейчас все копаются в этих телефонах. Да. Находят какие-то сплетни в интернете, вот, увлекаются этим. Это беда. Это общая беда. Всего человечества. Не только наша. Но вот говорят, Цицерон еще там за 200 лет до нашей эры, его слова, «О времена, о нравы». Про молодежь он говорил. Получается, и тогда зрелые люди говорили, молодежь не туда катится, не тем занимается. И вот через 2000 лет мы сейчас также говорим. Самое, о времена, о нравы. Да. Удивительно. Как в кино сейчас, в кыргызском ситуации, как вы оцениваете? Ну, с кино я должен сказать, что у нас есть талантливые режиссеры еще после меня, после нашего поколения. Вот есть Ахтан Арамкуат, есть Абдыжапаров, есть Содамбек, Джали Содамбек, есть вот недавно Шамбалу снял Артык Сыйындуков. Есть талантливые выпускники ВГИКа после нашей плеяды. Есть талантливые режиссеры. В этом отношении мы не можем пожаловаться. Понимаешь? Но они не снимают, потому что нет средств. Нет советской власти.
Раньше советская власть выделяла, плановое было хозяйство, выделяла необходимые средства Кыргызфильму. И Кыргызфильм снимался, помните, вы работали на Кыргызфильме. Да. Вот, снимался так. В производстве было 3 фильма или 2 фильма, а 2 фильма уже готовились. То есть конвейер постоянно был Не в останавливался. работе, да, в работе конвейер. И на этом конвейере вырастали новые ассистенты, новые ассистенты операторов, режиссеров, будущие звукооператоры, там, будущие монтажеры на этом конвейере. Вот так. А сейчас нету. Как развалился Советский Союз, производство остановилось. Производство остановилось. Нас тогда вывели за штат. Мгм. То есть мы оказались официальными безработными, когда развалился Советский Союз. У нас только 2 человека работало. Это Океев, послом А, Турции, мгм. и Шамшиев, он, по-моему, был министр спорта сперва. А потом он консулом тоже Потом ездил. консулом где-то там в Эмираты. в арабской стране. Вот. А остальные без работы были. Понимаете? Вот. И сейчас, в общем-то, А есть другая категория режиссеров, дилетантов, самоучек, который снимает однодневные картины, комедии, там, «Завтра я женюсь», «Послезавтра я выйду замуж», там, подобное, там, «Супер Кудалар», там, и так далее, и так далее. Вот. Это дилетанты, самоучки, они снимают там на фотоаппарат друзей своих, знакомых, там, и так далее, быстро показывают, потом он забывается, этот фильм. Понимаете? Есть таких много, очень много снимается. Там пытаются снять боевики, пытаются снять комедии, вот, и так далее, и так далее. Это им надо учиться, им надо поступать. В ВГИК надо поступать. У нас есть договоренность с Россией. Вот, ежегодно ВГИК представляет какие-то 2 или 3 бюджетных места. Никто этим не занимается. Не едут? Или Нет, никто не занимается, кто-то должен посылать. Вот казахи, оказывается, каждый год посылают. На операторский, на режиссерский. А у нас этим никто не занимается. Я не знаю, кто должен заниматься этим. Вот. В одно время Министерство культуры якобы занималось. Там я хотел нашего одного из талантливого ассистента оператора послать. Вот. Я рекомендовал им. Но они послали сына какого-то очень влиятельного человека, который через месяц вернулся. Ему неинтересно стало учиться. Вот так вот. Так вот у нас делается. к учебе вообще сейчас отношение такое, что тратить время не хочется. Хочется сразу что-то делать, да? Да, конечно. Но я должен сказать, что эта болезнь не только в Кыргызстане, вообще в Содружестве. И не только в Содружестве. Я одного итальянца разговаривал. Я говорю: сеньор, у вас было великое множество потрясающих, гениальных режиссеров. Феллини, Антониони, Бертолуччи там, и так далее, и так далее. А сейчас кто-нибудь снимает у вас кино? Есть какие-то наследники, там, последователи? Он говорит: не знаю. Я говорю: как, вы же итальянец, живете в Риме. Он говорит: снимается какое-то кино, но мы, говорит, не обращаем внимания. Уже, говорит, не то. Это раньше мы обращали внимание. Новый фильм Феллини вышел, новая премьера Антониони идет, новая премьера Паузолини и так далее. А сейчас, говорит, мы не обращаем внимания. Кто-то, говорит, снимает, что-то снимается. Так что это, я понял, что это
везде так. Видимо, такой период в мире должен наступать, да? Наверное, волны. Да, создатель не каждый год рождает талантливых писателей, режиссеров, ученых, философов и так далее. Наверное, через какие-то моменты застоя бывает. Я так понял. Ну и Потому вообще что жизнь. сегодня нет уже в Содружестве новых Евтушенко, новых там Ахмадулиных. Нет уже. Нового Тарковского, Ясельяне. Нету таких. И вот основа, наверное, тогда вот была «Кыргызское чудо», все-таки литература, да, такая тоже была. И вот плеяда была: Гамзатов, Айтматов, да, Хайсун Кулиев. Очень такой, тоже вот момент такой был, какой-то взрыв такой литературный. Гамзатов, да. Я думаю так, что мы жили, наверное, в те годы под присмотром мощной цензуры, державной цензуры, правильно? Да. Вот, это была мощная цензура. Но, тем не менее, выходили талантливые фильмы, талантливые проза, талантливая поэзия, талантливые художники. Тем не менее. А вот сейчас нет цензуры. Сейчас говорят: снимай что хочешь, рисуй как хочешь, пиши о чем хочешь, но нету талантливых каких-то явлений. Знаете почему? Мне кажется, потому что нет внимания. Тогда все же было внимание. Все же было внимание к искусству. А сейчас нет и цензуры, нет, и внимания нет. Мы живем старым багажом. Да. Старым багажом. С воспоминаниями живем, просто ностальгией какой-то. А как такого явления нету. Тарковский как-то сказал в одном из интервью, что вот эта цензура, она заставляла как-то концентрироваться, и вот, соответственно, была вот эта энергия против каким-то образом преодолеть эту цензуру, да, выйти. А когда оказалось, что свободно, и вот этого стремления тоже нет, и это гораздо хуже, чем цензура оказалась, он как-то так выразился. Да, это Феллини говорил раньше. Тоже, да? Раньше Тарковского. Феллини говорил, что для художника должна быть какая-то преграда. Преграда, через которую он должен преодолевать, Иначе у него не будет стимула к поиску, Да. стимула к экспериментам, к поиску. У него не будет стимула, если не будет этой преграды. Если не будет преграды, он просто растеряется. Куда идти, зачем идти, что идти. Вперед или вбок, или все равно. Да. Для чего идти. Вот. Все же у цензуры была своя положительная такая роль. Я так думаю. Интересно. Но вот кыргызские многие фильмы завоевывают призы международные. За рубежом, в России, Сегодня? в азиатских странах, на Нет, фестивалях. сегодня вот Шамбала там завоевала какие-то призы, а до этого вот сын Ахтана Аракуата, сына Ахтана Аракуата, фильм «Сутак». Да. Он завоевал там в России, получил Нику, еще какие-то призы. Кулмендиев тоже что-то получил. завоевывает. Угу. Что-то завоевывает. Ну и фестивали, что-то, наверное, уровень фестивалей, может быть, тоже не совсем тот, который был. Я вот сейчас ехал с оператором, Эрнесту говорил, вчера или позавчера по телевизору вечером, ночью там показывали по какому-то каналу, и там перед этим был титр: этот фильм получил гран-при на Каннском кинофестивале. Ну, я решил посмотреть до конца его. Арабский фильм какой-то.
Я до конца почти 2 часа посмотрел и не понял, за что этот фильм получил гран-при на Каннском фестивале. Я не понял, или я совсем стал старый, или уже кино другое стало. Я не понимаю совершенно. Вот. Я, например, совершенно не воспринимаю фильмы Тарантино, Ага. культового режиссера. Ну, совершенно не воспринимаю. Вот. Кстати, у Тарантино я прочитал один интервью, одно откровение его несколько лет назад. Он сказал: «Вчера я посмотрел фильм Тарковского. Оказывается, есть и такое кино». Мгм. Вот Тарантино задумался, посмотрел какой-то фильм Тарковского, может, «Зеркало», может быть, «Сталкер», может быть, Солярис. «Солярис» или там «Иваново детство» или что-то такое, и задумался. И, наверное, задумался, что, оказывается, есть фильмы, где не только стреляют, душат и терзают друг друга, а есть фильмы, которые заставляют задуматься. Есть фильмы, где думает, размышляет. Оказывается, есть такое кино. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Да. Вот Такеши Китано, знаменитый японский культовый режиссер, прям которого восхваляют. У него же боевики такие, обычные боевики. То, что я видел, одни боевики были. Правда, один боевик был ничего, про такого, про слепого самурая, а потом оказывается, что он не слепой. Как он назывался, я не знаю, но очень лихо сделан, очень лихо. Там конец хороший, конец потрясающий. Мгм. Ну как, это на любителя уже, на любителя. Вот. Да. А в целом в обществе, что бы вы хотели отметить? Вот как, куда движется общество, как меняется? Общество, на мой взгляд, если по мне судить, то я не знаю, куда я двигаюсь. Куда я пенсионер, никуда не двигаюсь. Я просто должен сказать, что поредело общество, измельчало, помельчало, как сказать. Вот когда я был маленький, мне родители говорили, вот равняйся на Разакова, там, на Дикамбаева, на Мамбетова, на Кулатова. Вот тогда ты будешь достойным человеком. Но я сегодня, в частности в Кыргызстане, я сегодня своим внукам затрудняюсь сказать, на кого же им равняться. Потому что я не вижу той личности, на которой бы мой внук или внучка там равнялись. Понимаешь, это уже плохо. Вот для меня это уже плохо. Вот. Внуки ваши где сейчас Они учатся? за Где? рубежом. За рубежом. В Германии. Германии. Да. А одна внучка в Словакии. Мгм. Вот. Ну как, это зависит от лидера. От лидера. Каждому народу хочется верить в своего лидера. Хочется верить. Мы пытались верить в каждого своего президента. Вот. Каждого своего президента. И каждый свой президент все время нас разочаровывал. Но вот сейчас мы верим и пытаемся, стремимся верить там новому президенту. Вот. Выдержит ли он этот экзамен? Не соблазнится ли каким-нибудь самолюбием, какой-то амбицией? Не дай Бог.
не дай Бог. Будет он держать вот это свое реноме, которое держит сейчас? Знаешь, хотелось бы. Вот, вот, хотелось бы. Знаете. Потому что не стоит наступать на те же грабли. А мы наступаем Да. все время. Все время наступаем на те же грабли, а потом надо очень опасаться. Вот это правильно, правда поговорка, которая говорит, что короля делает свита. Надо опасаться своей свиты, опасаться подхалимов, опасаться вот этих людей, которые вокруг тебя крутятся и говорят тебе какие-то лестные слова. Это самое страшное. И вдруг это может, вдруг ты можешь поверить в свою непревзойденность. Это уже трагедия. Это уже трагедия. Да. Да. И политические всякие вот эти вещи, шараханье, Да, парламентаризм, потом да, снова да, президентское да. правление, и все это Вообще, измельчало вообще тоже. демократия – это испытательный срок на надежность, на грамотность, на культуру, на образованность. Испытательный срок демократия. И этот срок надо выдержать. Тогда будет демократия, действительно. А не просто голословно объявлять: мы демократия, мы страна демократическая и так далее, и так далее. Вот. Показывать пример. Пример показывать. Вот, Да. власть имущим надо показывать пример. Мы недавно разговаривали с одним Аксакалом, моего возраста тоже, и не могли вспомнить. Он говорит: Гена, ты не помнишь, вот дети Разакова, Декамбаева, Мамбетова, Кулатова, были они депутатами? Я говорю: по-моему, не были. Не было. Я говорю: а что, они министрами не были? Он говорит: нет, не были. Не были. Бизнесменами, министрами, депутатами, какими-то начальниками. Нет, не были. И мы пришли к мнению, что они, которых нету, они просто кончили свой жизненный путь рядовыми пенсионерами. То есть не стремились прямо вот Да. такого. Нет, и родители их не толкали там, не поддакивали. Не было вот этой амбиции у них. Мен чоңның баласымын, мен чоңның қызымын, я достойна большего и так далее, и так далее. Не было. Да, Мы времена. с детьми на дзержинке играли. Да. Нормально играли. Вот. Не было такого. Меняются настроения. Да. Сейчас прямо отец депутат, сын депутат, внук депутат. Да. Или министры. Баласы обязательно bir жерге где-то там Пристроить. Хорошее место устраивается и так далее, и так далее. Ведь вот Аскар Акаевич ведь был очень грамотный человек, ученый, хороший ученый, достойный ученый просто. Просто его вот погубило вот это вот семейные вот эти вот какие-то передрязги. Если бы он не захотел, чтобы его дети были депутатами, да все было бы нормально. Нет, вот дети захотели быть депутатами, папа, помоги мне. Понимаешь? Да, уже тогда. И с этого начался, как говорится, вся трагедия. Вот, вся трагедия началась. И следующее как-то у нас получается очень грамотный был, академик, а потом все как-то уровень образования все ниже. Бакиев вообще руки в крови у него, он расстрелял молодых людей на площади. Это уже ни в какие ворота не лезет. Это уже не лезет ни в какие ворота. Понимаете? Вот.
Вот такие, как говорили много тысяч лет назад, во времена Онрава, да? Да, во времена Онравы. Да. У нас и время подошло к концу, 30 минут. Что-нибудь еще вот вы сами хотели бы сказать? Да, Одну мне минуту, нечего 2 минуты, сказать. Мне коротко. просто хочется пожелать людям быть скромнее. Просто что самомнение – это самый страшный враг. У человека самый большой враг – он сам себе. Да. Сам. Надо перебороть вот эти амбиции, вот эти самомнения, что я самый красивый, что я самый умный, что я самый сильный, что я самый могучий. Перебороть себя, перебороть. Быть милосерднее, быть жертвеннее, быть сострадательнее чужому несчастью. Как говорил Христос, относись к людям так, как бы тебя они относились. Как бы ты хотел, чтобы к тебе... Да, чтобы они относились. Как бы ты хотел, чтобы... Вот так, вот, знаешь. Или как говорят, не хлебом единым жив человек. Да? Да. Это известная библейская истина сегодня как раз самая актуальная в 21 веке. Вот, Спасибо вам большое. У нас в гостях был народный артист Кыргызстана Геннадий Базаров, известный режиссер. Спасибо большое. Рахмат, До свидания. Рахматшан.